Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами узнаем об очень интересном экспонате нашего музея. Во второй половине 50-х годов в музей поступили личные вещи полковника, героя Советского Союза Вениамина Борисовича Миронова. И одной из подобных вещей был бинокль. Этот предмет интересен в двух ипостасях: непосредственно как предмет, как бинокль, редкий достаточно экземпляр, и во-вторых, именно как мемориально ценный предмет. Начнем мы непосредственно обзор самого бинокля. Во-первых, чем интересна эта модель? Это модель бинокля B6х30. Об этом говорит его маркировка. Эта модель бинокля B6х30. Выпускалась она на Государственном оптико-механическом заводе имени ОГПУ в городе Ленинграде. Или в настоящее время это завод Лома. Выпускался этот бинокль с 1927 года, начались разработки военные и продолжились до 1935 года. В 1935 году окончательно была сформирована модель, которую мы сейчас с вами видим. В 1937 году производство этого бинокля было прекращено. Бинокль представляет из себя классический бинокль системы Кеплера с призмами Порро. Это наиболее распространенный тип бинокля, и сейчас он достаточно популярен. Бинокль B6х30, согласно характеристике, расшифрован B-бинокль, 6 кратность, 30 диаметр объективной линзы. Далее на подробную информацию мы можем увидеть, взглянув на правый и левый крышки призменных блоков. На левой крышке призменного блока мы видим серийный номер 36393. Следом идет изображение серпа и молота. Это обычная маркировка оптико-механических заводов на военной продукции. Далее идет год 1935. Чуть ниже выбито клеймо R40.39. Это ремонтный клеймо. Бинокль ремонтировался. Видно, что в 1939 и 1940 году проходил ремонт. На правой крышке призменного блока мы видим изображение треугольника со вписанным кругом и надпись R48. То есть в 1948 году вновь был проведен технический ремонт этого бинокля. За всю жизнь, получается, ремонтировался этот бинокль 3 раза. И неудивительно, даже по внешнему виду можно увидеть, что бинокль проходил ремонт. Если взглянуть на объективные колпачки, и можно увидеть, что правый объективный колпачок намного выше, чем левый объективный колпачок. Это видно даже невооруженным глазом. А если взглянуть непосредственно на сами линзы, то хорошо заметно, что правая линза утоплена гораздо глубже, чем левая. Получается, что правая часть этого бинокля осталась нетронута. Это более ранний колпачок. А левая часть бинокля, как я предполагаю, была заменена на заводе, скорее из-за того, что стекло линза была разбита. И последняя маркировка, которую мы здесь видим, это надпись АУ, то есть артиллерийское управление, потому что в первую очередь такие бинокли получали артиллеристы. Бинокль отличается еще более массивными призменным блоком, если взглянуть, и наличием пластиковых муфт окулярных вместе заподлицо с наглазниками выполненных. То есть это встречалось достаточно редко. Если взглянуть даже на последующие бинокли B6х30 и B8х30 Казанского завода, то там, например, призменные блоки были намного меньше. Ну а теперь несколько слов о самом владельце. То есть этот бинокль еще имеет и мемориальную ценность, так как являлся когда-то собственностью героя Советского Союза Миронова. Родился в селе Константиновка Саранского уезда Пензенской губернии Российской империи. Окончил Омский педагогический техникум. В дальнейшем работал преподавателем в Томске. С 1934 года перешел на военное поприще. Закончил артиллерийское училище, в дальнейшем академию имени Фрунзе, и с июня 1941 года попал на фронты Великой Отечественной войны. Прошел всю войну, закончил свой боевой путь в 1945 году в Берлине. Командовал 347-м гвардейским тяжелым самоходным полком. Под Берлином было пожаловано звание Героя Советского Союза за проявленный героизм и в бою полученные ранения. Присвоено звание 31 мая 1945 года, присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем остался в армии, продолжал свой боевой путь. В 1952 году ушел в отставку, работал военноруком в Саранской школе.
Занимался общественной и публицистической деятельностью, автор ряда книг. Среди них, в его книгах, можно найти интересные строки, посвященные объекту нашего исследования. Он пишет в своей книге «Стальная гвардия», в главе «Тяжелые сюрпризы» такие строки. «Я посмотрел на Оборонники, это город в Польше, в бинокль и увидел длинную черную полосу перед Вартой, противотанковый ров. Возле него горел танк «Шерман» из полка Бартовского. За рекой в подвалах городских зданий трещали немецкие пулеметы». И далее в голове на окраине Берлина продолжает. Наконец мы увидели Мальхов, большое немецкое село на высотке. До него было 400 метров. Домики с высокими черепичными крышами тянулись двумя рядами вдоль шоссе. Ко мне подполз полковник Хатимский, и мы осмотрели Мальхов в бинокле. Вместе с биноклем был сдан и кофр. Кожаный кофр оригинальной конструкции, разработки второй половины 30-40-х годов. Кофр выполнен из фибры, это склеенная плотная бумага, сверху обшит кожей, как мы видим, темно-коричневого цвета, а внутри обшит искусственной кожей черного цвета. Обычная конструкция кофра подразумевает наличие упоров для призменных блоков бинокля. Вот их можно разглядеть внутри, обшитых темно-синей тканью. Сверху на крышке кофра мы видим процарапанную надпись «В. Миронов. Война 41-45 год». Предположительно, что эту надпись делал сам владелец. На этом наше знакомство с экспонатом закончено. Вы можете увидеть его в нашем музее на выставке «Война, победа, память».